запустил, да? Коллеги, время ровно 12. Добрый день, уважаемые коллеги, соотечественники, будущие абитуриенты и их родители. Время ровно 12. Предлагаю наше сегодняшнее мероприятие начать. Мы работаем сегодня в прямом эфире. Прямой эфир ведется из столицы Республики Башкортостан, города Уфы. Мы начинаем цикл встреч с высшими учебными заведениями нашей республики. И сегодня вас приветствуют представители Башкирского государственного аграрного университета, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Коллеги, меня зовут Радик Зинатович Юлбаев, начальник отдела сопровождения международных программ и БГПУ программ и проектов Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Буду модератором сегодняшнего мероприятия. Перед тем, как начать нашу с вами совместную работу, слово предоставляется председателю Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салавату Талгатовичу Сагитову. Хайырлы күн, хөрмәтле милләттәшләр, ватандашлар, хөрмәтле дуслар. Добрый день, наши дорогие соотечественники, наши дорогие друзья. Как мы и обещали, площадка «Без Удивит Башкорттар», мы, башкиры, потихонечку, но становится местом для общения с нашими соотечественниками, соплеменниками, которые по воле судьбы проживают за пределами нашей большой страны. Но при этом ваш интерес к жизни нашей республики, к истории Башкортостана, он всегда ощущался и ощущается. И мы стараемся удовлетворить все ваши потребности. Вы, наверное, уже посмотрели ряд лекций, которые размещены на нашем портале, уроки башкирского языка. Также мы провели ряд встреч. И как я и обещал, с сегодняшнего дня мы начинаем цикл встреч с представителями университетов, расположенных в городе Уфе, которые, конечно, готовы принять в свои стены всех желающих. С вами встретятся представители Башкирского государственного университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, Нефтяного технического университета, Башкирского медицинского университета, Института искусств, Аграрного университета и нашего университета Акмуллы, педагогического университета. Я уверен, что вы найдете ответы на многие вопросы, которые вы можете задавать в прямом эфире. Если вдруг вы не найдете их в прямом эфире, мы обязательно ответим вам позже и направим все ответы на интересующие вас вопросы. Помните, что действительно ваша историческая родина, Башкортостан и ее вузы с удовольствием примут всех желающих, тех, кто хочет получить высшее образование в нашем городе, в нашей республике. Добро пожаловать, Рахамедегет. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, мы с вами работаем в следующем формате. Сначала презентация 3 вузов, которые сегодня принимают участие. Затем мы постараемся ответить на все вопросы по сегодняшней тематике. Поэтому прошу задавать, уважаемые коллеги, свои вопросы в комментариях. Данный эфир будет сохранен также и доступен к просмотру на YouTube-канале Акмуллинского университета. Большая просьба ко всем распространить данную ссылку, чтобы те, которые не смогли сегодня по тем или иным причинам принять участие, смогли ознакомиться с деятельностью лучших университетов Республики Башкортостан. А сейчас разрешите слово предоставить заведующим отделом профориентационной работы Башкирского государственного аграрного университета Зарипову Рамилю Равильевичу. Рамиль Равильевич, пожалуйста. Спасибо.
Университет расположен в центре города Уфа, столица Республики Башкортостан. Все учебные корпуса университета компактно расположены в одном студенческом городке. Студенческий городок состоит из 6 учебных корпусов, состоит из административно-хозяйственных корпусов объектов. Ну и также в этом студенческом городке у нас расположены несколько общежитий, площадки для игры в футбол и для пляжного волейбола. Аграрный университет по результатам национального рейтинга «Национальное достояние» в 2020 году вошел в топ-10 рейтинга среди 54 аграрных вузов Республики Российской Федерации, извините. Также в 2020 году стал дипломантом конкурса на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества и занял первое место рейтинга зеленых вузов Российской Федерации в 2020 году. Но студенты аграрного университета обучаются в современных аудиториях и лабораториях, которые оснащены по самым последним требованиям науки и техники. Получая качественное образование, студенты могут также и заниматься научно-исследовательской работой по актуальным направлениям науки и техники. При обучении в Башкирском государственном университете у студентов есть возможность получения параллельно 2 высших образований, есть возможность оплачиваемой работы в течение летнего семестра в составе трудовых отрядов, которые называются студенческие специализированные отряды. Также наши студенты проходят стажировки за рубежом и, в принципе, могут получить льготы и скидки при поступлении на коммерческую форму обучения. Но на данном слайде приведена информация по специализированному студенческому отряду «Колос», который на сегодняшний день насчитывает около 1300 бойцов, получается. И эти отряды у нас работают по различным направлениям. Студенты свободное от учебы время могут работать, то есть оплачиваемо работать во многих предприятиях, которые относятся не только к сельскохозяйственному направлению, но и другим отраслям промышленности. И, в принципе, по некоторым направлениям, получается, студенты таким образом проходят и одновременную практику. То есть эта работа у них перезачитывается как прохождение производственной практики. Также наши студенты в последние годы активно начали проходить стажировки и практики за рубежом. На сегодняшний день у аграрного университета имеется 12 договоров о партнерстве с 12 странами. Среди них наиболее такие актуальными являются такие, как Германия, Китай, Чехия, Италия, но и, в принципе, есть и ряд других стран, куда выезжают наши студенты для прохождения стажировки. В Башкирском государственном аграрном университете большое внимание уделяется и на развитие художественной самодеятельности, но и также спорта. В университете художественная самодеятельность у нас проходит в рамках, получается, 16 отделений Центра эстетического воспитания, где студенты принимают активное участие и, в принципе, получают вторую общественную такую профессию, которая им пригождается при профессиональной деятельности в будущей жизни. Студенты, занимаясь в этих коллективах, принимают активное участие во всероссийских и республиканских конкурсах и на регулярной основе занимают призовые места. Также в университете функционирует волонтерский коворкинг-центр, где у нас получают обучение и навыки, активистские навыки в сфере добровольства и проектной деятельности, наиболее такие активные студенты. В университете также большое внимание уделяется и на развитие спорта. На сегодняшний день в составе университета имеется 2 бассейна, один из которых состоит из 8 дорожек длиной 25 метров. Также в составе университета имеется 5 спортзалов, ну и также и другие залы для занятий таким видом спорта, как борьба, куреш, но и также дартс и другие. Подготовку по спортивным видам, получается, у нас ведут чемпионы мира и призеры Олимпиад. В течение всей жизни функционирования университета подготовлено 4 заслуженных мастеров спорта, 17 мастеров спорта международного класса и более 70 мастеров спорта. Все студенты, независимо от категории обучения, то есть независимо от того, на заочной форме они обучаются или на очной форме, на коммерческой или бюджетной основе, все студенты имеют возможность заселения в общежитие. В составе университета есть 8 благоустроенных общежитий, есть общежитие даже, где есть комната со своим душем и туалетом, получается, и стоимость проживания в сутки примерно, в зависимости от комфортабельности общежития, составляет
от 250 рублей в сутки за койко-место получается. Далее, прием на очную форму. Ну, на сегодняшний день следует, наверное, сказать, что в университете у нас обучение ведется по различным формам обучения. Это очная, очно-заочная и заочная формы. Прием на очную форму обучения начинается 18 июня 2021 года. Число бюджетных мест по уровням образования бакалавриата и специалитета составляет, соответственно, 538 и 113 мест. Прием на заочную форму обучения начинается 29 марта 2021 года. Ну и, соответственно, по уровням образования, это на бакалавриат у нас отводится 360 бюджетных мест, на специалитет 53 бюджетных места. В 2021 году были введены некоторые новшества в приемную кампанию, получается. Сейчас у нас вступительными экзаменами, то есть получается количество вступительных экзаменов составляет 3 предмета. 2 предмета математики и русский являются обязательными, а 3-й предмет отдается на выбор абитуриенту. В зависимости от направления подготовки у студентов есть выбор 3-го предмета от 2 до 4, то есть количество от 2 до 4 штук. То есть из этого перечня студенты выбирают 3-й предмет, который кажется наиболее ему подходящим. Далее, наиболее востребованными направлениями у нас являются такие, как технологии органических функциональных продуктов и гигиена питания, кадастр недвижимости, электрооборудование, электротехнологии и также другие, которые представлены на данном слайде. На сегодняшний день в университете по уровню образования бакалавриата и специалитета реализуются следующие направления подготовки. Как вы видите, здесь представлены не только направления подготовки, которые относятся и к сельскому хозяйству, но и другим отраслям промышленности, например, строительство, теплоэнергетика, теплотехника, бизнес, информатика, но и другие. Ну, у нас по уровню образования специалитета реализуется только одно направление, это ветеринария, ну и, соответственно, по уровню образования специалитета срок обучения составляет на 1 год больше, то есть для студентов очной формы обучения 5 лет, ну и, соответственно, по заочной форме или 5 лет 6 месяцев, или 4 года 6 месяцев, если студент попадает на ускоренную форму обучения. Также по направлениям подготовки, реализуемым в университете, были составлены портреты современного специалиста, где студенты имеют возможность заранее при выборе будущей профессии узнать, то есть на что обучают по данной специальности или направлению подготовки, и куда эти студенты у нас, то есть после окончания обучения, на какие предприятия смогут трудоустроиться. И на последнем слайде здесь у нас приведены ссылки, получаются на официальный сайт университета и на официальный сайт приемной комиссии. Также наша приемная комиссия представлена и в социальных сетях, то есть у приемной комиссии есть страницы в социальных сетях, которые у вас перед вами представлены. Но и также следует сказать, что кроме приемной комиссии со студентами иностранных государств у нас активно работает отдел международных связей, заведующим которого является Зорина Лира Нагимовна. Поэтому при возникновении вопросов, уважаемые абитуриенты, вы можете обращаться как в приемную комиссию, но и также заведующему отделу международных связей. На этом у меня доклад завершается. Спасибо за внимание. Будем рады видеть вас в стенах нашего университета. Спасибо. Спасибо, Рамиль Равильевич. Особенно спасибо за то, что выступили по регламенту. Коллегам напоминаю, что не более 15 минут. Сейчас разрешите слово предоставить декану по работе с иностранными обучающимися Башкирского государственного медицинского университета Фаршатову Расулю Салиховичу. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Позвольте ознакомить вас с презентацией нашего университета и немножко показать некоторые особенности и ознакомить вас с образовательными программами, которые есть в нашем университете. В нашем университете 5 факультетов, достаточно большая линейка образовательных программ. У нас достаточно большое, сегодня мы лидеры по количеству иностранных студентов в республике, больше 2300 студентов из 54 стран мира. Мы включены, естественно, и в мировые рейтинги, и в национальные рейтинги российские. Мы признаны Всемирной организацией здравоохранения.
включены в список ВОЗ. География наших студентов-иностранцев, она достаточно широкая, и в минувшем году мы получили дополнительную аккредитацию от Министерств здравоохранения Таиланда и Ирака, право обучать наших студентов из этих стран. Мы постоянно расширяем линейку образовательных программ, которые мы предоставляем нашим абитуриентам. От классических таких врачебных специальностей, как лечебное дело, педиатрия и стоматология, мы постепенно расширяемся и позволяем студентам осваивать новые специальности. В этом году мы вводим бакалавриат, сестринское дело, специалитеты биохимия. Чуть позже я об этом коснусь. Мы также, как и все присутствующие здесь университеты, вошли в Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Здесь мы планируем продвигать современные медицинские и биомедицинские направления, которые вы видите на слайде. Позвольте уж не останавливаться. Это, естественно, требует открытия новых и современных инновационных подразделений. В частности, вот очень интересно это подразделение, связанное с IT. Это, в общем-то, пандемия, наша медицинская тема, но она открыла достаточно широкие возможности для применения дистанционных технологий, вот, в том числе телемедицина. У нас большое количество зарубежных партнеров, с которыми мы работаем, и в том числе мы наращиваем количество преподавателей, которые входят в ведущие рейтинги и Times Higher Education, и китайский РВУ, и QS. И вот вы видите, 18 наших преподавателей вошли в вот эти ведущие рейтинги. Еще 18 преподавателей – это обычные выпускники иностранных вузов, иностранные граждане. И, кроме того, мы привлекаем наших иностранных студентов после окончания преподавательской деятельности. Таким образом, вот 18 и порядка 12 наших выпускников сегодня трудятся и стали из студентов преподавателями. Естественно, у нас есть программа академической мобильности с различными странами, и в том числе это Китай, безусловно, наш ведущий, один из ведущих партнеров это Германия, также и Казахстан. Вот эти вот три такие ведущие партнера, а в целом программа достаточно широкая, география широкая. Мы проводим международные конгрессы достаточно серьезного уровня, и с 2015 года, после того, как здесь прошел саммит ШОС и БРИКС, естественно, это дало огромный импульс. В нашем конгресс-холле в городе Уфа проводятся мероприятия мирового уровня. Безусловно, наша клиника сегодня стала местом для проведения современных мастер-классов, и жители республики имеют возможность получить медицинскую помощь от лидеров мировой медицины, которые с удовольствием приезжают в наш университет для того, чтобы поделиться знаниями и практическими навыками. В 2018 году на базе университетской клиники открыт уникальный центр роботической хирургии. В этом центре, таких центров в Российской Федерации чуть больше 10. То есть и, соответственно, наши будущие абитуриенты, не только школьники, но и выпускники медицинских вузов любой страны имеют возможность получить профессиональные навыки по роботической хирургии. Безусловно, нельзя не остановиться на пандемии. Во время пандемии мы не только приняли участие в оказании медицинской помощи, но и проводили достаточно серьезную образовательную работу. И помогали не только жителям республики, но и жителям других стран. Вы видите, что наши бригады выезжали в Киргизию, в Абхазию и также помогали в различных регионах Российской Федерации. Так же, как и у наших коллег, у нас достаточно широкая социальная жизнь, культурная жизнь. Наш волонтерский центр подготавливал волонтеров для Олимпиады в Сочи. И вот наши волонтеры имели возможность поработать на этом большом международном мероприятии. В последующем их приглашали на практически все крупные спортивные события после этого. Общественные мероприятия, безусловно, имеют достаточно серьезное значение. У нас выходцы из 54 стран, это межкультурный диалог, и будет возможность показать свою культуру, ознакомиться с культурой из других стран, ну и кроме того развивать себя не только как доктор
как медик, ну и также творческие свои способности. Ну, так же, как и у коллег, у нас очень серьезная спортивная база. Мы с удовольствием участвуем в спортивных мероприятиях на базах других университетов, ну и периодически занимаем призовые места. Ну и теперь позвольте уже непосредственно к образовательным программам, которые мы предлагаем, переключиться. Начнем со среднего профессионального образования. 5 программ. Все эти программы требуют 11 классов образования, то есть есть колледжи, которые принимают на базе 9 классов. Наш медицинский колледж принимает на базе 11 классов. Срок обучения по всем программам, кроме лечебного дела, где мы готовим фельдшеров, 2 года 10 месяцев. Для фельдшеров это 3 года 10 месяцев. Высшее образование представлено программами 3 уровней: бакалавриат, специалитет и магистратура. Наверное, я чуть позже уже конкретно коснусь. Да? И для послевузовского профессионального образования возможно продолжить обучение по 77 специальностям ординатуры, либо заниматься уже наукой в аспирантуре. У нас достаточно высокие средние баллы единого государственного экзамена, не меньше 70. И с каждым годом мы стараемся его увеличивать. Ну и давайте перейдем к образовательным программам. Для среднего профессионального образования, вот у нас по 25 так в среднем мест имеется на каждой из программ. Это лечебное дело, мы готовим фельдшеров, лабораторная диагностика. Коронавирус показал, что, в общем-то, эти специалисты очень сильно востребованы. Наши классические уже такие стоматология, ортопедическое и сестринское дело, которые мы давно реализуем. И с этого года мы возобновляем реализацию образовательной программы фармации. Мы готовим фармацевтов для аптечных учреждений. Программа специалитета, также у нас достаточно большой портфель. Сегодня к медицинским специальностям добавилась клиническая психология и медицинская биохимия. Ну и на медицинских специальностях я не буду останавливаться, они очень широко известны. Количество мест вы видите. С каждым годом количество и бюджетных мест увеличивается у нас, и количество мест по договорам также увеличивается. Программа бакалавриата, я немножко перескочил, программа бакалавриата также широко представлена. Это не только биология, но и с этого года сестринское дело. Причем для республики мы будем готовить специалистов сестринского дела именно для школьной медицины. Сегодня это стало актуально. И социальная работа. Тоже, безусловно, актуальное направление подготовки. Что касается минимального количества баллов единого государственного экзамена либо вступительных испытаний, проводимых вузу самостоятельно, буквально кратенько пробегусь, это 40 по программам бакалавриата, 40 за исключением социальной работы, там 42. Ну и также имеется выбор второго предмета. По программам специалитета здесь немножко баллов выше. Медицинская биохимия 50, лечебное дело самое высокое 55, медико-профилактическое дело 45 и клиническая психология 45. Какие экзамены также представлены, позвольте не останавливаться. Естественно, всех наших соотечественников будет интересовать проходные баллы. Ну, безусловно, мы можем говорить в ретроспективе. То есть мы не можем знать, какой будет проходной балл в 2021 году. Мы говорим о том, какие баллы были в прошлых годах. Да, вот они представлены на слайде. Значит, достаточно высокие. Да? Еще раз подчеркну, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, имеют право в большинстве случаев претендовать на бюджетные места, если предоставить необходимые документы, да, и в том числе по ряду международных договоров, например, граждане Таджикистана, а также Казахстана могут претендовать на бюджетные места. Вот здесь представлен разброс баллов. То есть вот лечебное дело в 2020 году 228. Набрали 229, значит прошли. В 2019 году 249. Вот как будет в этом году, жизнь покажет. Ну, на места по договорам, конечно, баллы ниже. Что касается стоимости обучения, она варьирует от 177 до 272 для иностранных граждан. Сразу оговорюсь, соотечественники приравниваются
то есть им дается доступ на равных правах с российскими гражданами, поэтому, соответственно, нужно смотреть на стоимость для российских граждан. То есть, ну, есть дальние зарубежья, вот для них 272 тысячи. Сроки приема документов, они, в общем-то, стандартные, позвольте на них не останавливаться, быстренько пробежаться. Документы для поступления можно сдавать лично, можно отправлять по электронной почте. У нас имеется портал приемной комиссии, сайт представлен на слайде, вы можете посетить этот сайт, есть Инстаграм, есть все социальные сети. Будет открыта также в начале приемной кампании горячая линия. Ждем вас в нашем университете, в одном из лидеров высшего образования, и не только высшего образования, Республики Башкортостан и Российской Федерации, а в скором времени и мира. Спасибо. Спасибо большое, Расуль Саидович. Уважаемые коллеги, к нам приходят сообщения в комментариях. Да, на самом деле мы на них ответим в конце. А сейчас сегодняшнее мероприятие замыкает Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова. Слово предоставляется проректору по учебно-воспитательной работе Хазбиуллиной Алсу Афгановне. Спасибо. Добрый день, дорогие соотечественники, уважаемые коллеги. Я рада представить наш вуз Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова. Наш вуз является федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования, готовящим профессиональные кадры в области музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства. И вот эта подготовка, она осуществляется на 4 факультетах, которые вы можете сейчас видеть: музыкальный факультет, театральный, факультет изобразительных искусств и факультет башкирской музыки. И надо сказать, что вот основоположником нашего вуза явился Загир Гарипович Исмагилов, выдающийся композитор, патриарх башкирской музыки, который более чем 50 лет назад на базе существовавшего тогда учебно-консультационного пункта знаменитого Московского института музыки имени Гнесиных создал вот наш ныне действующий институт. Поэтому мы вот являемся правопреемником этой замечательной академии, ныне это называется Академия музыки, филиала института имени Гнесиных. И подготовка кадров у нас также осуществляется по ряду специальностей и направлений подготовки. Это вот по бакалавриату хореографическое искусство, можете видеть, музыкальное искусство эстрады, инструменталисты, дирижеры, дизайн, музыкознание, музыкально-прикладное, это музыкальная педагогика. По специалитету гораздо шире представлены это вот специальности театрального искусства, актерское искусство, режиссура, музыканты также, исполнители, музыкальная звукорежиссура, искусство оперного пения, это вот в рамках музыкально-театрального искусства реализуются музыковеды, композиторы, живописцы и вот графика. Это те специальности здесь сейчас на слайде представлены, на которые будет осуществляться прием в этом году. Далее, по программам магистратуры такие же профили реализуются и сами направления, и по аспирантуре искусствоведения это музыкальное искусство по направлению подготовки музыкального искусства, то есть мы готовим исследователей в области музыки в рамках аспирантуры. Ассистентура, стажировка – это уникальное такое явление, наверное, свойственное только для творческих, скажем так, вузов. Это также программа подготовки кадров высшей квалификации. Я почему акцентирую свое внимание на этом уровне? У нас есть обучающиеся в ассистентуре стажировки из-за рубежа и также в магистратуре. Например, действующие солисты Астана оперы являются нашими обучающимися на данный момент вот по специальности вокальное искусство. Также преподаватели ряда колледжей Казахстана по специальности музыкальное инструментальное искусство обучаются и в этом году, я надеюсь, успешно получат образование, завершат свое обучение в нашем вузе. Что касается количества бюджетных мест, то вы можете это наблюдать. У нас в этом плане мы тоже уникальны, поскольку мы готовим, что называется, штучный товар. У нас единицы буквально поступают на практически все специальности. Вы можете видеть, вот видите, по 3 места, 4, 3, 2,
даже 2 видим, да, а где побольше, вот 26, 10 и 10, это инструменталисты наши, да, это имеется в виду, что внутри данных направлений разные инструменты реализуются, программы по разным инструментам. К примеру, искусство концертного исполнительства – это пианисты, специалитет, струнники, духовики, народники, исполнители на народных инструментах, и то же самое по музыкально-инструментальному искусству. Вот такой вот интересный ряд направлений, специальностей у нас представлен. Но я бы хотела здесь акцентировать еще свое внимание на том, что специфика вуза нашего заключается в таком моменте, когда основное число, основной ряд поступающих – это у нас выпускники профессиональных колледжей, в том числе и зарубежных, музыкальных колледжей, художественных колледжей. Также бывает и хореографическое, у нас, к примеру, в Уфе, да, хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, выпускники этого колледжа часто поступают. И требования приемные, они, конечно, прежде всего ориентированы на владение уже определенными профессиональными навыками, способностями, знаниями. И обычный выпускник школы, как правило, вот на специальности музыкального искусства и изобразительного искусства, к сожалению, претендовать не могут. Но в силу того, что в школах общеобразовательных, даже в музыкальных школах, школах искусств, такие профессиональные навыки, они не прививаются, знания не даются, да, но требования таким образом построены. А вот специальности театрального искусства, актерское искусство, режиссура у нас есть на хозрасчете, здесь представлены только бюджетные места. Вот данные специальности, они подразумевают, конечно же, выпускников общеобразовательных школ. И в этом году на специальность актерское искусство у нас осуществляется такой целевой, скажем так, набор, пусть и не по целевому, может быть, приему, но специальная такая группа для Татарского государственного театра НУР в городе Уфа. Поэтому даже наши соотечественники, которые приедут из-за рубежа и которые владеют татарским языком, смело могут подавать заявление для поступления на эту специальность. И существенный момент – не обязательно наличие, естественно, в аттестатах, мы даже своим говорим выпускникам школ, наличие татарского языка. Главное знание, главное умение разговаривать на татарском языке. А уж остальное это мы будем преподавать, будем учить и писать, и читать, если нужно будет, да? Ну, и не если нужно, это прежде всего нужно для актерской специальности. Так что добро пожаловать. Вот какие здесь экзамены проводятся? Это творческое испытание. Необходимо представить произведение в поэтическом жанре, да, то есть стихотворение. Это чтение басни, показ этюда. Что такое этюд? Это наблюдение из жизни, да, ну, условно говоря, каких-то зверей изображают наши поступающие, да. Ну, так, чтобы наглядно было, я уже так говорю, ассоциативно, чтобы было. Либо же людей каких-либо, да, отразить, изобразить, ну, показать нужно вот такие вот какие-то свои способности, я бы даже сказала, таланты, да, перевоплощаться в какого-нибудь зверя. Далее, следующий момент – это проверка пластических данных, проверка вокальных данных. Это обязательно, поскольку вокальные данные очень широко не просто приветствуются, используются при постановке многих спектаклей. Естественно, это существенный такой компонент данного вообще всего комплекса вот актерской специальности. И самое главное, то, что у нас проводится по всем абсолютно специальностям, это собеседование на знание каких-то общекультурных моментов, знаний по смежным видам искусства, то есть по изобразительному искусству, по музыкальному искусству, кто чем владеет. Ну и вообще быть в курсе дела каких-то общеэкономических, общеполитических процессов тоже. Такие коварные вопросы бывают у нас поступают во время собеседования от членов комиссии. Здесь вот также продолжаем количество бюджетных мест, это уже более высокие уровни образования по разным специальностям и направлениям подготовки. И вот у нас здесь представлен конкурс, который был в прошлом году. Актерское искусство традиционно составляет вот наибольшее количество мест, да, или человек на место.
Вот, дирижирование как-то чудесным образом, хотя это очень штучная специальность. Вот 4 человека было с лишним на место. Живопись, искусство оперного пения. Вот это такие были в прошлом году очень популярные специальности, несмотря на то, что, как я уже сказала, они являются такими уникальными, своеобразными. Вот. У нас вот 22 иностранных гражданина на данный момент обучаются из разных стран. Это Китай, Узбекистан, Корея, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Сирийская Арабская Республика. И вот как раз представитель Сирийской Арабской Республики в этом году завершает обучение по специальности актерское искусство. Поначалу были проблемы и с языком, понятно, у него, но даже вот за это, казалось бы, короткое время удалось его подтянуть, и он в качестве уже настоящего актера будет выпускаться из нашего вуза. И студенты, преподаватели, а также коллективы нашего института ежегодно становятся лауреатами международных, всероссийских конкурсов, выставок, различных творческих мероприятий. Вот мы посчитали, более 150 лауреатов ежегодно мы готовим вот таких конкурсов. И получается, что каждый 4-й практически обучающийся вот завершает наш вуз в статусе вот лауреатов международного и всероссийского конкурса и выставок. Институт также является организатором очень крупных мероприятий такого же статуса. И нашей гордостью, конечно, является такой фестиваль, который называется «Сердце Евразии», проводимый нашей республикой. И в рамках этого фестиваля ежегодно наш институт с симфоническим оркестром и с другими коллективами дает большой концерт под названием «Симфоническая ночь». Вот вы можете видеть, да, крайнюю фотографию в левом верхнем углу, там где хор наш принимал участие, симфонический оркестр, и вот такое более 20 тысяч зрителей посещает это мероприятие. Так что жизнь очень интересная у наших студентов в этом плане. Что касается стоимости обучения, то она у нас довольно высокая, поскольку уникальность, вот эта штучность подготовки наших выпускников определяет, да, вот это вот какие-то нюансы. Я уж о них подробно останавливаться не буду. И вот видите, бакалавриат, специалитет 228 тысяч рублей, магистратура 247, ну и так далее, да, по другим уровням образования. По заочной форме гораздо все дешевле. И вот наши студенты из Казахстана, о которых я сказала, солисты Астана оперы, они вот по заочной форме как раз у нас получают образование. Что касается какой-то социальной инфраструктуры нашего института, то, мне кажется, наш вуз, не в обиду будет сказано, находится в самом интересном месте нашего города. Это самый центр. Буквально 2 квартала отделяют наш институт, главный корпус, от нашего общежития. То есть пешком это 10-15 минут. А до театрального факультета еще ближе. Буквально 5-7 минут ходьбы, и вы уже на месте обучения. Окружают совершенно прекрасные, уникальные места отдыха. Вот видите, сад культуры, отдых имени Аксакова. В народе называют этот сад сад с лебедями. Там есть озеро небольшое и 2 храма. С одной стороны храм православный, с другой стороны мечеть. Так что вот под колокола наши студенты по выходным просыпаются и под азан засыпают. Наверное, вот так будет правильно сказать. Так, что-то у нас не загрузилось. Ага, идет. Ну и вот стоимость проживания. Бюджет – это 400 рублей в месяц, обратите внимание. И хозрасчет 273 рубля, да, в месяц пошло. Это очень такая небольшая стоимость, если в годовом расчете взять вот это здание нашего общежития. Наши студенты в процессе проживания в общежитии. Очень комфортные условия, мест более чем достаточно. И есть комнаты, где имеются инструменты для занятий самостоятельных, потому что основную часть жизни студента любого творческого вуза занимают творческие самостоятельные занятия на своих инструментах. Это касаемо инструменталистов, да? Так, это у нас читальный зал. И вот потребительская корзина, это уже общее, наверное, для всех. И хотела несколько слов я сказать о нашем сайте, где можно найти информацию
о поступлении вот ufaart.ru, заходите в раздел «Абитуриенту» и прием 2021 года находите. Если кто-то идет по правительственной квоте, то тоже отдельная кнопочка выделена для иностранных граждан. Правда, здесь пока 2020 год представлен, но за 2021 также будет. И также можно обращаться по телефонам, указанным внизу, и писать на почту нашего ответственного секретаря Данира Шамильевича Аллабердина. Вот. И хотела еще обратить внимание на то, что наш институт является одним из лидеров творческого образования в Российской Федерации, и таких институтов многопрофильных, где реализуются все абсолютно направления, все области искусств, музыкальные, изобразительные, театральные, таких очень немного в России. Это буквально 5 вузов. Это Дальний Восток представлен одним вузом, Сибирь, мы представляем Урало-Поволжье, Черноземье и на Северном Кавказе. Но и даже среди этих вузов самый широкий круг специальностей по всем этим областям представлен только у нас. Мы это вычислили, мы это проверили, мы это узнали. То есть люди, которые готовы себя посвятить искусству, и которые, если это музыканты, художники, уже имеют определенные профессиональные навыки и образование уровня колледжа, а также наши абитуриенты, которые не мыслят себя без театрального искусства. И в контексте вот национального театрального искусства, в этом году татарский театр, да, я уже сказала, набирает, то мы вас всех приглашаем, мы вас ждем. И надеюсь, что в том числе благодаря вам наше искусство мировое будет процветать. Спасибо большое. Спасибо большое, Алсу Афгановна, не только за возможность прийти сегодня и выступить перед нами, а за то, что, наверное, мужской коллектив сегодня украсили и это сделали в предпраздничный день. На этом основная часть сегодняшней встречи завершена, и мы готовы ответить на те вопросы. Еще раз напоминаю о том, что вы можете свои вопросы задавать в комментариях. Хочу также остановиться на тех вопросах, которые приходили до нашего сегодняшнего мероприятия на электронную почту. И в первую очередь, наверное, для всех университетов прозвучит этот вопрос. Здравствуйте, как будут проходить вступительные экзамены? Наверное, буквально по несколько слов каждый университет. Давайте начнем. В Башкирском государственном аграрном университете вступительные экзамены будут проходить в двух видах. Получается, первый вид – это очно в университете, если у абитуриентов есть такая возможность. Ну и, соответственно, у абитуриентов, у которых нет возможности приезжать в университет, они могут сдавать вступительные испытания дистанционно. Расписание вступительных испытаний будет вывешено до 1 июня на официальном сайте университета в разделе «Абитуриенту». Спасибо, Рамиль Равильевич. В медицинском университете мы надеемся, что пандемия все-таки приблизится к концу, и нацелены на очный прием экзаменов в виде компьютерного тестирования. Но в правилах приема мы, естественно, на упреждение прописали возможность приема экзаменов с использованием дистанционных технологий, но с использованием прокторинга, то есть системы контроля. Спасибо, Алсу Афгановна. Но до прошлого года мы, наверное, были таким вузом, которые категорически говорили, что нет, у нас невозможно дистанционные экзамены, это просто не про нас. Но обстановка показала, что и мы можем принимать дистанционно. И, наверное, немножечко я все-таки остановлюсь, да, об этих нюансах. По исполнительским специальностям, инструменталисты, вокалисты, да и по актерам, да, мы принимаем в таком случае, если дистанционно это все будет проходить, по видеозаписям выступления, да, и, естественно, мы прописали все требования, не должна быть замена аудиодорожки, видеодорожки, это все проверяемо, вычисляемо и так далее и тому подобное. То есть члены комиссии отсматривают видеозаписи в таком случае. Но живая встреча, ну как живая, через Zoom, да, у нас проходило собеседование, то есть мы в любом случае видим этого человека и можем там попросить. А так в целом, конечно же, мы настроены только на очный формат обучения, но в зависимости от жизненных обстоятельств будем действовать. Спасибо огромное. Следующий вопрос. Какие документы в этом году надо подавать для поступления и когда? Ну, в принципе, в презентациях были указаны, но давайте буквально повторим еще раз. Ну, что касается, конечно, иностранных студентов, тут в данном случае желательно, вот у меня на последнем стадии презентации аграрного университета была информация по заведующему отделу международной связи.
то есть это Зорина Алдира Нагибовна. Если вы захотите поступить в Башкирский государственный университет, аграрный университет, извините, то нужно будет с ней связаться и заранее обговорить те моменты, то есть по документам, которые нужно будет, конечно, подготовить для поступления как бы, в Башкирский государственный аграрный университет. Но это самое главное, конечно, это документ об образовании, который вы там получаете и привозите, как бы у нас получается к нам. Ну и, соответственно, это документ, удостоверяющий личность. То есть это может быть паспорт, может быть какой-то другой документ, может быть паспорт, который удостоверяет вашу личность Российской Федерации. То есть это у вас то, что и имеется, и будет иметься. Ну и, соответственно, и другие документы, в зависимости от страны, от которой вы приезжаете, соответственно, где-то потребуется и легализация, где-то потребуется и подтверждение вашего документа об образовании. Но по этому поводу лучше заранее связаться с отделом международных связей и уже конкретно в зависимости от страны согласовать перечень документов. А так, конечно, перечень документов у нас как бы есть, можем и отправить, получается, по необходимости. Спасибо. Расуль Салихович. В медицинском университете также документ, который удостоверяет личность, это паспорт иностранного гражданина. Он должен быть действительно не менее 2,5 лет, чтобы мы могли продлить визу и чтобы человеку не было необходимости выезжать. Это документ об образовании. Очень часто требуется легализация его и получение свидетельства о признании в главэксперт-центре. Также вы можете проконсультироваться при обращении в приемную комиссию. Плюсом, в отличие от других университетов, является необходимость справки, подтверждающей состояние здоровья. Это специальное медицинское обследование, позволяющее оценить вашу возможность обучаться на медицинской специальности, и сертификат о прививках. Спасибо. Что касается нашего вуза, это, в общем-то, тот же самый пакет документов, да, о которых сказали коллеги. Справку о медицинском образовании нам не надо, но единственное на месте те абитуриенты, которые поступают на специальность искусства оперного пения и на дирижера хора, они проходят уже на месте фониатрическое обследование. Это уже мы сами организуем, то есть заранее об этом заботиться, в общем-то, не нужно будет вам. Но и сами документы, те, кто поступают на бюджет, они должны быть поданы у нас в нашем вузе до 7 числа, потому что с 8 июля у нас начинаются творческие испытания. Это те, кто поступает на бюджет, да, на условиях бюджета. А те, кто поступает по правительственной квоте для иностранцев, у них срок несколько расширен, мы и в августе прием проводим с этими студентами. Спасибо огромное. Следующий вопрос звучит именно таким образом. Как будут проходить дополнительные экзамены? Я знаю, в ряд университетов, в том числе и в педагогическом университете, есть дополнительные экзамены, поэтому хотелось бы услышать, если таковые есть, как они будут проходить. В медуниверситете, да, их нету, но в Уфимском государственном институте искусства они точно есть. Да, я уже немножечко затронула, да, этот вопрос по многим специальностям. В этом году будет ли дистанционная возможность? Да. Я вот, как уже сказала, прежде всего мы ориентированы на очную форму, да, приема. Мы будем все-таки настаивать, чтобы они приехали. Если такая возможность есть, если границы не закрыты, да, если допуск есть. Но если все-таки такого допуска нет, то мы позволяем себе такую роскошь принять дистанционно, вот как я уже озвучила, по видеозаписям и посредством видеоконференц-связи. Значит, это творческие испытания, это по ряду специальностей профессиональные испытания. У музыкантов это теория музыки, да? У режиссеров режиссерский анализ пьесы и так далее, собеседование, вот такие вот формы. И еще я, наверное, забыла сказать, что наряду с этими экзаменами обязательно общеобразовательные 2 экзамена, 2 вступительных испытания. Это русский язык и литература. Это обязательно. Спасибо. Медуниверситету 2 вопроса тоже адресованы, но Расуль Салихович достаточно подробно остановился в своем выступлении, и на слайде, коллеги, ссылка, я как и говорил, до 1 сентября 2021 года вот данная ссылка будет функционировать, вы сможете прям пересмотр сделать, зайти на официальный сайт, так как вся информация о том, что мы сегодня вам презентовали и рассказали, размещена на официальном сайте наших университетов. Вопросы звучат: какой проходной балл на лечебный факультет, я точно помню, была презентация, и какова стоимость обучения в
в этом году по направлению стоматологии. По-моему, тоже данный Тоже слайд был, был. да. Поэтому предлагаю как бы время на это не отнимать. Какие общежития есть, коллеги? У всех университетов шикарные общежития. Каждый университет принимает участие в различных конкурсах по проживанию студентов в студенческом городке. Я уверяю, что республика постоянно занимает лидирующие места в этих конкурсах всероссийских разных. Стоимость демократичная, начиная от 450 рублей, доходя до 4000 рублей, смотря какой комфортабельности даете общежитие. Поэтому здесь я тоже думаю, что смысла нету как бы рассказывать. В презентациях это точная информация была. Студенты после Казахстанского колледжа также будут учиться 3 года 6 месяцев. У каждого университета такая же система. Так, давайте, позвольте, я скажу тогда, добавлю в этом моменте, да. То, что касается вот Башкирского государственного аграрного университета, все студенты, вне зависимости от того, то есть с каким документом об образовании они приходят, они все поступают вначале на обычную форму, потом в течение обучения, если у них, то есть в университете вообще ученым советом принят, получается, перечень специальностей СПО, которые соответствуют на перевод, на ускоренное обучение по конкретному направлению в данном нашем университете. То есть, если, независимо от того, этот студент является иностранцем или как бы российским образованием, то есть, если у них специальность колледжа или техникума соответствует на перевод, на ускоренную форму обучения, то, соответственно, эти студенты смогут перевестись и обучаться, как они правильно, как бы сказано, 3 года 6 месяцев. Все, спасибо. Спасибо огромное. Коллеги, вот в чат много раз повторяются, какие все-таки документы нужны для поступления. Я хочу, наверное, этот перечень, эта презентация была, сейчас не будем искать, заявление. Скорее всего, если дистанционный формат сохраняется, вы с официального сайта университета скачиваете данную анкету и в личном кабинете заполненный вариант заявления загружаете. Образец заполненного бланка у всех университетов имеется. Посмотрите соответствующие разделы сайтов. Документ государственного образца о среднем общем, среднем или высшем профессиональном образовании. Фотографии для документов с отношением размером 3:4. Для граждан, сменивших фамилию, копия свидетельства о заключении брака. Документы, удостоверяющие право на льготы. Документы принимаются при наличии паспорта. Поэтому вот эти документы в обязательном порядке должны быть. Так, сколько стоит у вас год обучения? Тоже озвучивать, коллеги, не будем, так как каждый университет презентовал слайд именно стоимостью обучения. Азизбек спрашивает, когда начнется прием документов? Хочу поступить в Акмолинский университет по программе соотечественников. Прием документов в Башкирском государственном педагогическом университете начнется 14 июня по 20 июля. Больше информации говорить не буду, так как Азизбек, приглашаю вас 20 марта, также 12 часов, да, по Уфе, а в 10 по Москве состоится такая же презентация вузов в этот день будет. Я чуть попозже этот график озвучу. Университет, представитель приемной кампании полностью расскажет о всех новшествах приемной кампании этого года. Так, хочу учиться в Башкирии. Документы я уже проговорил, какие нужны. Здравствуйте, у вас коррупция есть, коллеги? У нас коррупции. Аграрный? Нет, тоже нет. Это невозможно. Это невозможно, коллеги. Прием максимально прозрачный, все баллы вывешиваются, поэтому это уже... Коллеги, поздравляю, наверное, Алсу-Афганну в первую очередь с праздником. Да. И он ЕТИ спрашивает, как можно поступить в аграрный на ускоренное обучение? Он же продолжает спрашивать, хочу на экономике, есть ли бесплатные места? Ну, опять-таки, тут следует сказать, что у нас все студенты, то есть ускоренная форма обучения, во-первых, реализуется только по заочной форме, поэтому если вы хотите поступить на очную форму обучения, то, соответственно, там ускоренная форма не реализуется. Во-вторых, студенты все поступают на одинаковых условиях на обычную форму, то есть это 4 года 6 месяцев, и в течение первого курса обучения по заявлению студентов, если опять-таки их специальность СПО или СПО соответствует тому направлению подготовки, то, соответственно, они по заявлению студенты уже смогут перевестись на ускоренную форму обучения. Что касается направления подготовки экономика, то у нас в университете
2021 году прием будет вестись только на очную форму обучения, потому что новый федеральный государственный образовательный стандарт, он не позволяет принимать на заочную форму, поэтому прием по направлению подготовки экономики будет вестись только на очную форму, и, соответственно, там бюджетных мест в нашем университете нет, только на коммерческой основе. Спасибо, Рамиль. Коллеги, поступают вопросы, но многие мы озвучивали. Вот, например, как поступить в УГАУ, какие бюджетные места есть. Рамиль Равильевич достаточно подробно показывал все направления, которые имеются в аграрном университете, указывал бюджетные места, коммерческие. Я думаю, что, наверное, смысла сейчас еще раз повторять. Единственное, только добавлю, что на сайте университета есть информация по всем местам, по всем направлениям подготовки. Вы сами самостоятельно сможете ознакомиться. Здравствуйте, а какие факультеты имеются? Коллеги тоже об этом подробно в своем выступлении рассказали. В принципе, коллеги, мы ответили на все вопросы. Подводя итоги сегодняшней работы, хочу от имени Совета ректоров Республики Башкортостан выразить всем благодарность за участие, что нашли, несмотря на выходной день, возможность прийти в этот прекрасный зал. В преддверии Международного женского дня позвольте поздравить женскую половину аудитории с наступающим весенним праздником 8 марта. Желаем прежде всего крепкого здоровья, благополучия и всех благ. Напомню о том, что у нас впереди еще 2 встречи, как уже говорил выше. 20 марта у вас будет возможность ознакомиться подробнее с деятельностью Акмулинского университета. Азизбек как раз таки много вопросов задавал, поэтому мы вас будем очень сильно ждать. Также Уфимского государственного нефтяного технического университета. 3 апреля встреча состоится с такими вузами, как Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационно-технический университет. Коллеги, ссылку вы можете это использовать, просмотреть. На сайтах более подробную информацию, если вдруг мы что-то не озвучили. Все-таки, Есенбек, какой документ нужно? У вас есть архитектура? Архитектура у нас в нефтяном университете, Есенбек, да, ведь? И вас будем ждать 20 марта, также в 10:00 по московскому времени. Ссылка вот в том письме, которое мы направляли, имеется. Или заходите на сайт Башкирского государственного педагогического университета, ссылка на данное мероприятие также имеется. Заходите, там будут представители нефтяного университета, вы напрямую сможете более подробно об этом направлении, об этом факультете узнать. Если, коллеги, у нас больше нет информации или нету, в принципе, мы уложились в тот регламент, который запланировали. Спасибо всем за внимание. Еще раз с праздником. До новых встреч. До свидания.